говорит о реке жизни, оно не говорит о море, о мертвом море. Аминь. Да, вы понимаете? И вот важно, чтобы мы вошли вот в это, чтобы мы начали отдавать, что я хожу на домашнюю группу не потому, что надо, а потому, что я не могу без этого. Я поехал в Якутск не потому, что надо, а потому, что я люблю Господа и людей. И мне надо кому-то отдавать то, что Бог в меня вкладывает. Я делаю там звук, потому что Бог дал мне дар, и я хочу быть на звуке. Я хочу быть в медиаслужении. Я хочу убирать зал. Не потому, что мне деньги, например, платят, а потому что мне нравится заботиться о Доме Божьем. То есть любовь, она течет в разных проявлениях. И так важно, когда наше сердце освобождается от горя, обид, горечи, чтобы мы отдавали кому-то любовь и начали ценить отношения. Я, знаете, заметил, что люди вообще не очень ценят отношения в последнее время. Деньги ценят, еще что-то ценят, машины новые ценят. Отношения не ценят, вообще отношения – это то, за что умер Бог. Ну вообще, зачем Он создал Адама и Еву? Вы поймите, Он же полноценный Бог, у него нету тараканов, он не страдал там на небесах, там прям одиночество. Он создал тебя и меня для взаимоотношений с Ним. Представляете, основная его цель нашего с тобой рождения – это спасти, ввести тебя в отношения и вообще наслаждаться с тобой. Он не делал из вас рабов, которые должны что-то свечки расставлять или что-то делать. Он делал из вас друзей, которые будут жить с Ним в вечности. И отношения в церкви – это очень важно. Отношения в семье, отношения в церкви, отношения с пастором – это очень важная часть жизни. Отношения вообще с людьми. Потому что написано, что любовь Божия излилась в наши сердца. Но это должна быть проявленная любовь. Некоторые люди говорят: пастор, я люблю тебя. Но что-то от их интонации у меня что-то все сжимается. Знаешь, такая странная любовь. Знаешь, любовь, она же должна быть проявленная, она должна, явлена быть каким-то образом. Заботой, поступками. Писание об этом говорит, что давайте будем не просто слушатели, а делатели. Писание говорит, давайте проявим свою любовь делами. Аминь. То есть важно, чтобы, пастор, мы же спасены по вере, 100%. Но Павел пишет, покажи мне свою веру из дел. Это не к тому, что мы должны что-то делать, и мы спасены, а в том, что мы верим и делаем, потому что мы верим. Потому что я не знаю, как у вас, у меня не было ни малейшего шанса иметь хорошую семейную жизнь, если бы не Господь. Потому что у меня характер был такой. Мне было тяжело с людьми. Но Бог взял и изменил, дал мне жену хорошую, и дал мне, сделал изменение характера, дал мне друзей в церкви. И вот отношения, просто я, знаете, понял, что люди не ценят отношения сейчас в последнее время. Может быть, у вас по-другому, но сейчас люди ценят что-то другое. Я где-то летом ездил со своим пастором Андреем Александровичем Дериенко, Церковь Божья, Ярославль. Я ездил, просто приехал к нему, говорю: пастор, я хочу с тобой пообщаться. И он, я думал, может, в баню пойдем или еще что-то. А он такой: поехали купим комбикорм для курей. Ну ладно, окей, съездили, купили комбикорм, загрузил он меня в машину, отвезли. Поехали, польем грядки у меня на даче. И вот так мы целый день. И посреди этого всего мы общались. Никаких, собственно говоря, шибко духовных тем не было. Но знаете, что интересно? Я вот день провел, вроде бы я комбикорм покупал, на дачу его отвез, какие-то грядки мы поливали, еще что-то. Но знаешь, что я заметил? Я приехал после этого дня другой. Дух Святой, общаясь со своим епископом, он сделал так, что что-то новое пришло в мою жизнь. Я даже объяснить себе этого не мог. То есть общение в церкви – это очень важно. Библия говорит о том, что если мы говорим, что мы во свете, то кровь Иисуса Христа, то тогда мы в общении, и тогда кровь Иисуса омывает нас от всякого греха. То есть, когда мы изолируем себя в церкви, приходим, знаете, по воскресеньям, вот есть такие подводные лодки, они всплывают на воскресенье, раз люки открыли, пришел на служение, потом опять люк закрыл, занырнул, и нет его в церкви до следующего воскресенья. Понимаете, это не дело, потому что Библия говорит, что Бог умер за отношения.
Мы с вами нуждаемся в отношениях. Конечно, дьявол через людей показал нам, что это опасно отношения, это не важно, это не есть ценность. Но истина в том, что нам пора вернуться в эти отношения. Нам пора начать ценить друг друга, ценить отношения мужа с женой. Потому что, знаете, разговаривая с семьями, я много служу семьям, и я понимаю, мужчины думают, ну что я бабки принес как бы, и что тебе еще надо? Ну подожди, деньги это вообще не все. Женщина нуждается, вы сейчас, сестры, должны хорошо аминь говорить. Женщина нуждается в духовной защите, в душевной защите, поговорить, да, физические, сексуальные какие-то потребности. То есть это не то, что бабки принес, я вот, знаешь, свое сделал. Женщине нужны уши ваши. Да, знаете, братья, что женщине уши нужны? Потому что это как братья разговаривают. Вот встретился я с Олегом. Олег, как дела там? Ну, нормально. Ну, объяснил все понятно, как бы, ну. Да, все емко, все понятно. Давид, как дела? Да хорошо все, пастор, тоже все. Но если ты у жены спросил, как дела, ты попал. Ты знаешь, когда ты ушел на работу, мне позвонила Маша, и ты знаешь, у Маши были проблемы, мне пришлось час послужить ей. Потом я позвонила Даше, потом посетила свою мать, там тырпырь, ты думаешь, зачем я спрашивал? И тебе 30 минут рассказывают, что было. Но истина в том, братья, что если, знаете, если вы не дадите свои уши, у вас и секса не будет. Вот прямая зависимость от ушей с сексом. И потом они такие, что-то у меня жена не нервная. Так ты просто поговори, вот кто-то упал, смотрит. Надо поговорить. И то есть, когда ты приносишь деньги, это только одна часть, но потом ты должен разговаривать с своей женой. Ты должен проводить время. Знаете, я иногда братьев учу, а ты когда-нибудь свою жену в кафе водишь, я уж не говорю в ресторан. А зачем? Кофе же можно и дома налить. Но видишь, проблема в том, что твоя жена нуждается в кофе даже хотя бы там в Макдональдсе. Ей нравится романтика. Это ты можешь там, я не знаю, оленей резать, бизонов убивать, там, что в Якутии делают, там, я не знаю. А ей хочется, чтобы ты с ней кофе попил. И это не обязательно дорого. У братьев, знаете как, если ресторан, то какой-нибудь, вот меня вчера возили, лес, озеро, там что-то как-то он назывался там. И там цены такие, ты такой думаешь, как будто они на Красной площади, ну, и мы сидим, знаешь. И вот, знаешь, если в ресторан, то только так, а так это наверное, раз в год. Да нет, женщина нуждается кофе попить хотя бы в Тревелерсе, в кофейне, и просто посидеть напротив. Аминь, сестры? И вот надо понять, что в отношения надо вкладываться, потому что интересно, что нас учили дважды два четыре, нас учили жиши, пиши то с точкой и, как там, с буквы и. Но нас почему-то не научили вкладываться в отношения, что семья строится, это так же, как ты строишь фундамент. Вот я же вижу, у вас какие-то тут фундаменты странные, вот эти вот свайные там, да? То есть сначала фундамент, потом какая-нибудь плита, в плиту какое-нибудь отопление делается, ну у нас, по крайней мере, сейчас. А потом только стены. А нам, знаешь, как говорят, вот тебе жена, женись, любовь, и что с ней делать, ты вообще не понимаешь, с этой женой. И вопрос в том, что мы должны понять, что в отношения надо вкладываться. В отношения со своим пастором надо вкладываться. Понимаешь, потому что я пошел, вот, кстати, я из Москвы приехал в Ярославль, чтобы провести день с пастором, и чтобы потом уехать обратно. Переночевать и уехать обратно. И, понимаешь, тогда я могу сказать, у меня есть отношения со своим пастором. А если ты не проводишь с ним время, если он у тебя только раз в год там... Вы же поймите, мы пастор, интересно, мы же все время в проблемах. К нам обычно не приходит, пастор, ура, аллилуйя, мы получили 1 000 000 евро, я хочу отдать тебе десятину. Ну, обычно так не бывает. Обычно, знаешь, приходит муж с женой, мы разводимся. А раньше нельзя было на годик хотя бы. И вот пастор, он чувствует все время, как в операционном этом фартуке таком, знаешь, клеенке такой, и вот здесь в кровище, и ты вот все время только стоишь, это операции делаешь, режешь, понимаешь, что-то отрезаешь, что-то советуешь, раны зашиваешь. Ну а хоть кто-нибудь может позвонить и сказать, алло, Алексей, Лариса, а можно мы с вас в ресторан отведем? Что, разводитесь? Нет, просто. Ну, скоро Рождество.
хочу сделать приятное. Знаете, вот сделайте кто-нибудь такое, и вы увидите, как сильно Бог вас начнет благословлять. Потому что благословлять пастора, сейчас пастора нет, вот Олег сидит, будет за него аминь говорить. Это благословение. Аминь, пастор Олег? Ты что замкнулся-то? У тебя джетлаг? Аминь, говорю, благословлять пастора. А то раз такой, не, меня не надо благословить, я уже привык без благословения, мне хорошо. Ну тогда Ларису будем заставлять, аминь, за мужа говорить. И знаете, то есть вкладывайтесь в отношения. Отношения это просто, у меня есть несколько друзей, они мне просто звонят, пастор, ты где, если я в городе? Я говорю, там в Одинцово, поехали пообедаем. Понимаешь? Но я заметил, что с теми, с кем я обедаю, с теми и самые близкие отношения. Потому что завет еды никто не отменял. Аминь. Аллилуйя. И со своей женой надо проводить время, со своими друзьями проводить время, с сестрами, с подругами проводить время. Я хочу, чтобы отношения это, были ценностью для вас. Вы мне вот объясните одно, если ты здесь не имел никаких друзей, а у меня вот такой вопрос, а что ты делать на небесах будешь в вечность? Ты просто, сделай проекцию на свою жизнь, на небеса. Вот представь, как ужасно, когда у тебя вечность и некому в гости пойти. Ты же ни с кем не дружил. Вот у меня нет с этим проблем. У меня хочешь, друзья, в Якутске, хочешь Камчатка, хочешь там Дальний Восток, хочешь где хочешь. В любой момент могу сейчас сесть в самолет, улететь куда угодно. И на небесах у меня нет проблем, с кем проводить время. Если у тебя нет друзей, с кем ты будешь проводить время? Представь, у тебя вечность. Нету ни начала, ни конца. Ты жив всегда. И представь, если ты не научился радоваться, если у тебя нет друзей, что ты там делать-то будешь? Ведь это же как в аду быть. То есть так важно, чтобы мы начали ценить отношения с друг другом. Аминь. Так важно. Аллилуйя. И я скажу, что я даже с вашим пастором познакомился только потому, что пастор Алексей Морщинин взял ответственность и собрал всех пасторов, и пошли в ресторан. И интересно, что он, я так понимаю, был единственный инициатор. Понимаете, вот кто-то взял ответственность, взял пасторов, бамс, и там я с Алексеем познакомился. Близко. И там он сказал, что у него вообще, оказывается, вроде давно было желание меня пригласить. Но вопрос в том, что кто-то взял ответственность, потому что кто-то ценил отношения. Так важно, чтобы вы начали ценить отношения. Отношения с женами, братья, не получаются вот так вот, бамс, ты ничего не вкладываешься, бабки принес, и знаете, что, банкомат, что ли? Так не бывает. Бабки запустил в банкомат, все, и секс хороший, и еда хорошая, все классно. Так не работает, братья. Я вам говорю, в отношения надо вкладываться, с женами надо проводить время. Их надо слушать, и еще их надо слышать. Аминь, сестры? Вы такие раз. Как хорошо говорит брат. Вы, сестры, хоть поддерживаете там. Серьезно. А братьев надо, Библия говорит, что братьев надо почитать, уважать. Знаете, у некоторых сестер тоже такие стандарты, до которых фиг допрыгнет какой-нибудь брат. Вот он когда допрыгнет, я, может быть, буду его уважать. Ребята, так не работает. С кем из вас так Бог разговаривал? С кем из вас было: дочка, ты допрыгни, я тебя любить начну. Сын, ты допрыгни, я тебя любить начну. Ни с кем же не было. Но если Бог не заставляет вас прыгать, почему вы должны мужа заставлять прыгать? Вот если он будет такой, я так и быть его буду уважать. Не-не, у тебя ответственность. Бог говорит, жена почитает своего мужа, а у мужа ответственность, а муж любит свою жену. Аминь. Вкладывайтесь в отношения. Только так это работает. Почтение – это ты отвечаешь за атмосферу. Я один раз пришел в одну семью, и жена мужу ставила тарелку с борщом. Вроде все нормально, человек-мужик пришел после работы. Но я так посмотрел, как она тарелку ставит, и сказал своей жене: если ты так будешь ставить тарелку передо мной, она будет у тебя на голове. Потому что тарелку можно поставить с почтением, а можно, знаешь, жри. Вроде она ничего не сказала, но суть действия приблизительно такая.
Понимаете, сестры, вы тоже имеете ответственность перед Богом за атмосферу почтения в своем сердце. Аминь. И не важно, какой у вас муж. Кто-то говорит, ты не знаешь моего мужа. Да мне не надо знать твоего мужа. Это же не я же замуж выходила, это ты должна знать своего мужа. Но это надо думать до свадьбы. Но потом Писание говорит, ты относишься к нему с почтением. А вы, мужья, любите своих жен. То есть, когда она вдруг после того, как родила, чуток прибавила вес, не надо ей говорить, что у нее зад вырос. Ну, как некоторые. Я братьев прям гоняю за это. Знаешь, мы тоже, не Эллен Делон, так смотрю на вас без грима-то. Один Рашид только. Он красивый какой. Понимаешь? То есть женам не надо говорить о недостатках их сердца, их фигуры. Жен надо любить. И когда ты женился, если ты адекватный, ты понимаешь, что тело, оно может меняться в течение жизни. Аминь? Аллилуйя. Я прям братьям запрещаю, то как начнут при мне, да вот, она располнела, тыры-пыры. Это вообще какая разница? Ты стоишь у алтаря, ты говоришь, я обязуюсь любить тебя, я беру тебя в жены, и в горе, в радости, в похудении, в потолстении. Ты берешься любить ее. То есть отношения – это ценность. И знаете, суть-то в чем? Что отношения, ценность начинаются только тогда, когда ты принимаешь решение, что это ценность. Понимаешь, можно встретиться с человеком, встретились и разошлись. А можно ценить каждого человека как ангела. Писание говорит, что ты, когда встречаешься с кем-то, это может быть ангел. И ты начинаешь, почему важно ценить? Потому что во мне Христос и в Олеге Христос. И когда я встречаюсь с Олегом, я почитаю Христа, который в нем. Я не смотрю на все недостатки Олега, не высматриваю. Мало улыбается, что-то такое, лишний вес, там, знаешь, и начинаю себя нагонять там. Я люблю Христа, который в нем. Я почитаю этого Христа, который в нем. И наша задача в друг друге почитать Христа. Но надо принять решение, что отношения – это ценность. Аминь. Аллилуйя. На самом деле, это только в наших деноминациях приходится этому учить. У баптистов вообще все строится на этом. На членстве в церкви и на то, что церковь – это семья, и то, что отношения – это самое важное. У иеговистов, между прочим, у запрещенной ныне организации то же самое. У меня есть парень иеговист. Я с ним разговаривал. Знаете, в чем проблема? Он совершенно с удовольствием, может, ушел бы к нам. Ему больше нравится атмосфера жизни, помазания. У них этого нет. Знаешь, в чем проблема? У нас нет таких отношений, как у них. И он говорит, вы знаете, пастор Иши, если я оттуда выйду, я реально потеряю семью. А вот вы можете такое сказать про свою церковь? Кто-то говорит, может. Но вообще у нас нет таких атмосфер. Там у них помогают, там реально помогают друг другу. Помогают ремонты делать до сих пор, как раньше старые махровые пятидесятники дома друг другу строили в деревнях, понимаешь? Они до сих пор так живут. А наши сейчас говорят, времена-то изменились, брат. Теперь дом сам строили, там ремонт делали или еще что-то. То есть суть в том, что отношения – это важно. Вообще, я возвращаюсь к мысли, Иисус умер за отношения. И мы должны принять решение, что это важно. Отношения с твоей женой – это важно. Это на самом деле самое важное. Потому что ты стоял у алтаря, ты бы так и сказал. Беру тебя в жены, но, собственно говоря, надо же кому-то решать вопрос готовки еды, стирки трусов и секс. Там, я не знаю, сколько-то раз в неделю. Ты же так ей не сказал, такой хороший, добрый контракт. Она бы не согласилась. Аминь. Ты говорил, беру тебя в жены, готов в радости, в горести, заботиться о тебе, защищать тебя. Аминь, да? Аллилуйя. И вот наша задача понять, что самое ценное – это наша жена. Самое ценное – это мой муж. Самое ценное – моя церковь. Не только мои дети, а моя церковь. Самое ценное. И, конечно, этому надо учиться. И, конечно, мы будем делать ошибки. И, конечно, мы будем делать друг другу больно. Просто мы разные. Но ты при этом имеешь вот эту благость, что
как мы сегодня начали, что ты прощаешь, потому что Бог простил тебя. И ты, знаешь, если ты не понимаешь, что происходит, ну, я тебе образ такой дам, вот знаешь, если я не понимаю, почему человек со мной делает так или иначе, и для меня как-то вызывает у меня какие-то странные чувства, я, знаете, как в унитазе, вот на кнопку нажимаю, я просто спускаю это. Это как плохое пророчество, когда ты чувствуешь, что тебе это пророчествует, и ты чувствуешь, что это мимо кассы конкретно. По крайней мере, сегодня тебе точно не открыто. Тебе не надо осуждать, просто вот кнопку нажал и слей. Если придет время, это пророчество от Бога, оно начнет проявляться. Если не от Бога, ну и забудь как бы, и не надо тебе напрягаться. Аллилуйя. Но ценность отношений есть. И ты знаешь, я так рад, что я стал выстраивать ценность отношений в церкви. Потому что это то, за что умер Иисус. Вот ключевое, это то, за что умер Иисус. Иисус хочет иметь с нами отношения любви. Иисус хочет иметь отношения, где Он будет любить вас, благословлять вас. Но вы же должны разрешить этому прийти в своей жизни. Потому что если вы не приняли любовь Божию, нет, вы ее, бывает, принимаете, но на каком-то уровне. Я вот так принимаю, другой чуть больше принимает. Я помню, как один мой друг сказал, ты знаешь, деньги от Бога надо принять. Я такой думаю, какая чушь. Но прошли годы, знаешь, что я тебе скажу? Деньги от Бога надо принять. Просто нас очень хорошо научили пахать за деньги. Ты будешь много пахать, потом машина, квартира, дачка, тачка, собачка, там все как бы у тебя. Но истина в том, что тогда чем мы отличаемся от неверующих? Где в этом бонус, где вот эта вот, прелесть, что Бог вообще благословляет верующих? Аминь. И деньги от Бога иногда надо принять. Это не всегда наличные, но это может быть идея, на которой ты вообще с пола поднимешь деньги. Знаете, недавно я в церкви объявлял, что у меня были рециркуляторы, меня благословили рециркуляторами, но это для обеззараживания воздуха. А сейчас же опять какая-то дрянь в воздухе ходит. И я в церкви говорю, там прихожане церкви могут купить у меня их за 1000 рублей. Но это вообще условная цена, просто так, можно сказать, бесплатно раздавал, потому что грузовую машину оплачивал, чтобы мне это довезли. И знаете, значит, кто-то хотел, все купили, все радостные. Сидел парень с Норильска. И он такой звонит, потом говорит, пастор, а можно я куплю все рециркуляторы, которые у тебя остались? Я говорю, можно. И он быстренько организовал перевозку этого в Норильск, и сейчас продает и зарабатывает хорошие деньги. И вот знаешь, что интересно? Сидит 60 человек моих прихожан, а услышал идею о заработке один, который с Норильска. И заработал на этом денег. То есть Бог, Он будет давать вам сверхъестественные идеи. Аллилуйя. Потому что последнее время, это время сверхъестественного, и в том числе сверхъестественного обеспечения. Но ты должен, понимаешь, если ты находишься в страхах, в сомнении, ты не понимаешь, насколько сильно тебя любит Бог, благословения будут мимо течь. Потому что у тебя голос страха будет громче, чем голос Бога в твоей жизни. Но Писание говорит, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. А когда ты понимаешь совершенную Божью любовь, что Он наслаждается, и Он не ставит условий. Помните мой вопрос, что если вы согрешаете, будет ли вас благословять Бог? Будет. Потому что вы кому-то отказываете из своих детей, если они ошибаются. Кроме там наркозависимых. Понятно, наркозависимый, это надо закрыть дверь, холодильник и все такое, и тогда ты его спасаешь этим. Самая большая проблема наркомана – это его мать. Это я в курсе, я уже 2x24 знаю. Но если просто ребенок, обыкновенный человек, мирской ребенок, не в сильном каком-то наркотическом или в каких-то зависимых, просто ты же его любишь, он делает ошибки, ты же все равно ему что-то доброе делаешь. Аминь? Ты его благословляешь. А почему вы решили, что Бог хуже? Что наши дети не ошибаются? Ошибаются. У меня сын отучился 2 года в институте, отчислился, еще раз поступил. Я думаю, я решил профиль поменять. Я чуть не посидел с его профилем. Понимаешь? Но слава Богу, он учится, айтишник. Но суть в том, сейчас дочка такая, может мне колледж поменять?
Но я, знаете, при этом не говорю, ты знаешь, ты теперь должна перестать подходить к холодильнику. Ты решила поменять колледж. Не, сейчас вроде одумалась. Но суть в том, что мы ошибаемся, но Бог нас благословляет. Я к тому, что Бог благой. Перестаньте верить дьяволу, что ваши финансы зависят от вашей праведности. Праведность у вас от Бога. Праведность не вашими делами. Проблема в том, что когда мы начинаем угождать Богу во всем, не мотивированной любовью, мы просто начинаем быть самоправедными. Бог, посмотри, какая я хорошая, посмотри, какой я хороший. А истина в том, что мы в праведности Божьей, мы омыты Его святой кровью, и Бог благословляет нас всегда. Аминь. И нам надо зайти в эти отношения любви. Но ты принимаешь принять эти отношения любви или дальше заслуживать? Аминь. Аллилуйя. Просто давайте сегодня примем решение, что отношения – это важно. Отношения с Богом – это важно. Вы знаете, я как человек, выросший без родителей, скажу, что для меня это сегодня вызов. Мне все время приходится иметь вызов такой, что я понимаю, что я Богу нужен. Я вам могу стоять, рассказывать о множестве чудес, которые произошли в моей жизни за 20 с чем-то лет. Как Бог меня освободил от алкоголя, от сигарет, от матершины, от блуда, еще чего-нибудь, от жесткости сердца и много чего. Сколько было финансовых чудес, сколько недвижимости я покупал, продавал. Я могу рассказывать, сколько я молился за исцеление людей. Бесплодные семьи, уже вопрос десятками, просто несколько десятков детей уже Бог дал возможность послужить, помолиться, и Бог дал им детей. То есть у женщин новые матки появлялись, понимаешь, доходило до такого, что женщина приходила к своему гинекологу и говорит: посмотрите меня, я беременна, закрой дверь, это невозможно. Я тебе одну трубу отрезала, другую перешила, как-то это, заштопала, у тебя нет шансов быть беременной. Она говорит: я уже месяц на сохранении. Понимаете, то есть столько чудес я видел. Ей делают УЗИ, выходит доктор, полчаса делает УЗИ, говорит: я ничего не понимаю, у тебя матка новая, ни одного шва не видно. Позвоночники исцелялись. У сестры вчера плечо, рука начала двигаться. Аминь. Да, то есть вы понимаете, Бог чудесный. Но мне все равно нужен вызов время от времени, что я должен схватиться за эту мысль, что Бог чудесный. Потому что дьявол 24/7 вам говорит, что вы ничтожество, что вы должны заслужить спасение, что не все так просто. Да все просто. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не пришел Бог судить мир, а пришел оправдать. Бог пришел со служением оправдания. Это не говорит о том, что мы можем жить во грехах, потому что благодать, она наоборот ведет нас к покаянию. Мы хотим жить в Его присутствии, в Его силе, в Его славе, в Его могуществе. Но нам надо и войти в эти отношения любви. Мы должны принять, что Бог конкретно, я не один 8-миллиардный контракт, а Бог конкретно любит меня. Он конкретно знает тебя по имени, меня по имени. Ему не важны твои вчерашние грехи. Просто отряхни колени и скажи: Господи, не знаю, как я оказался на этой помойке, но Ему важно сегодняшние отношения с тобой. Ему важно, потому что Он любит тебя. И Он любит до такой степени, что Он заплатил за тебя своим Сыном. И Он до такой степени, они с Сыном любят тебя, что они дали тебе Духа Святого, третью личность Божественной Троицы, которая живет в тебе и высвобождается только тогда, когда ты хочешь иметь отношения с Ним. То есть ты настолько высок в глазах Бога, что, поселив в тебе третью личность Божественной Троицы, Он ожидает, что ты будешь иметь какую-то коммуникацию. Но мы из-за нашего опыта отверженности каждый раз живем. Мне вообще эти песни, прославление. Дух Святой, приди, Дух Святой, коснись. Я так жажду, я так жажду. Я думаю, о чем они поют? Он где? Он где-то пошел по стадам оленей, что ли, прогуляться? И в юрте. И ты такой, а здесь такая церковь, краеугольный камень.
И она: Дух Святой, вернись, ждем мы все Тебя. Вы поймите, что это теологически вообще неправильно. Он никуда не уходил, Он всегда с тобой. Но если ты отказываешься с Ним коммуницировать, Он молчит. Это твоя ответственность сказать: Дух Святой, доброе утро. Господь, пошли вместе на работу. Господь, двигайся сегодня в моей жизни. Бог, давай мне сверхъестественную мудрость. Пускай Твое помазание движется. Пускай мои руки будут руками Бога на этой земле. И я за кого-нибудь сегодня помолюсь. Аминь. Аллилуйя. Потому что иногда мы ждем: Дух Святой, когда ты двинешься? Так Он говорит: так я двинулся, я уже живу. Вот куда ты идешь, я в тебе и двигаюсь. Куда, на кого ты руки возложишь, там и будет человек исцеленный. Куда ты положишь, там помазание Бога сойдет, потому что ты и есть руки Бога на этой земле, и ноги Бога на этой земле. А мы все: Дух Святой, приди. А Он: я пошел гулять. Понимаете, нам надо думать иногда, о чем мы поем. Аллилуйя. Потому что реально Он с нами. Его помазание в нас, Его присутствие в нас. И Он готов все больше и больше высвобождаться. Мы вчера об этом говорили, кто вчера был. А готовы ли мы? Понимаете, мы так заботимся о красивых собраниях. У нас собрания часто более красивые, чем помазанные. Главное, чтобы все было правильно. 3 песни, там, у нас, например, 3 песни, пожертвование, десятина, молитва за детей, 2 песни, проповедь пастора, в идеале 45 минут, чтобы не устал никто, таймеры у всех горят. И вообще все равно, что Бог хочет прийти часов на 5. Главное, чтобы все было красиво и все было от и до. А вопрос, когда у нас жажда будет по Богу, что Бог, мы не хотим, мы хотим чего-то большего. Я помню, были служения, когда пастор Кристиан от помазания не мог стоять, он лежал. Вот в Москве слово жизни, он лежал, потому что у него не было сил стоять. Я тогда был не шибко посвященный верующий, слабо понимал, что происходит. Но я помню эти собрания, что он лежал и проповедовал. Когда у нас будет вот такая жажда: Бог, приходи вот так. Чтобы, знаете, пастор вышел, а проповедовать не может. Я помню, один раз такое у меня было. Я вышел, а проповедовать не могу. Сила Божья сошла, и я не могу читать конспект. Мы проводили энкаунтер на Урале. Я помню, Жене Вартанян говорю: Женя, на мой конспект читай, я не могу прочитать. Она вышла, тоже не может прочитать. Вышел пастор там, Саша Филиппов. Он берет, да ну его, закрыл давайте молиться за людей, понимаешь? Вот и было совершенно фантастическое собрание. Одна женщина, которая пережила в жизни 20 изнасилований, получила освобождение. Понимаете? И начала жизнь с чистого листа, и стала служителем Божьим. Парень был уголовник на этом служении, танцевал 3 часа, сила Божья на него сошла, и он 3 часа танцевал, как сумасшедший. До этого он нам рассказывал, что у него 3 ходки, но он не виноват. Естественно, все случайно. И знаете, вот когда у нас вот это начнется, что у нас вот эта жажда по Богу, по Его проявлению, не как мы выглядим. Когда сестры будут падать на пол, им будет наплевать, какая у них прическа. Вот это прекратится. Да? А когда мы будем наслаждаться и лежать в Божьем присутствии, вы заведете себе какие-нибудь ткани, которые накрыли человека, и лежит он себе. Бог наполняет его, касается. Пускай у нас вот такая жажда будет. Но она приходит от ценности отношений с Богом. А Он хочет вас посещать всегда. Аминь. А для этого должна подняться у нас ценность отношений с друг другом. Потому что ему, знаете, вот у меня 3 подростка в доме, и они грызутся время от времени. И мне вот как отцу так больно смотреть, вот, что мои 3 детей, они все время что-то там делят, кого я из них больше всего люблю. Там одна заявляет, да вы же знаете, я папина дочка любимая, вы вообще отдыхаете оба.
Там, другой говорит, ну да поймите, я пацан один, вы, девки, ни о чем, как бы, но я самый главный, отец меня больше всех любит. И вот так вот. И, ну знаете, я смотрю на это, я люблю всех троих. И Бог, когда смотрит на нас с вами, Он любит каждого из нас. Он наслаждается вами. Вы Его любимая дочь, вы Его любимый сын. Но Ему так важно, чтобы дети начали коммуницировать друг с другом, потому что Библия говорит, что мы должны быть, взаимоскрепляющие связи у нас должны быть. Взаимоскрепляющие связи. Знаете, сейчас так модно быть независимым, но это ложь. Мы зависимы друг от друга. Независимый только Джоб. Знаете этот анекдот из 90-х? Двое скачут на лошадях так медленно, и третий проносится, вот, и один другому говорит, неуловимый Джо. Второй говорит, что поймать никто не может. Да нет, он просто нафиг никому не нужен. Вот знаете, вот, и вот у нас люди в церкви, сейчас модно вот этим неуловимым Джо быть, в воскресенье проскакал, пришел на 5 минут позже, когда прославление началось, ушел на 5 минут раньше, когда еще прославление заканчивается, и тебе кажется, ты такой крутой, я независим, не от пастора. Да это вообще ложь. Мы зависимы друг от друга. Это нормально быть зависимым. Ненормально быть зависимым от наркотиков или алкоголя. А то, что мы должны быть зависимы от взаимоотношений в церкви, это нормально. Мне нравится в церкви. Я питаюсь в церкви. В смысле, что я питаюсь душевно, духовно. Мне нравится в церкви. Когда ты поймешь, что, понимаешь, рука не может валяться отдельно от тела и говорит, я независима. Она недолго будет дергаться. Когда ты себя отрезаешь от тела, ты недолго будешь дергаться. Или затянешь в ересь, или после 20-го года будешь в онлайне смотреть. Я в онлайне. Аллилуйя. Знаешь, те, которые в онлайне, я вам скажу, вы увидите восхищение церкви тоже в онлайне. А ты в онлайне. Потому что, знаешь, вот Олегу тяжело мне наступить ему на ногу, пока я в онлайне. Но мы обтесываемся рядом с друг другом, когда мы с друг другом. Когда мы в бане паримся, когда мы общаемся, когда мы поднимаем неудобные темы, когда мы служим друг другу, когда мы обнимаем друг друга, когда мы поддерживаем друг друга, когда тебе Бог говорит позвонить кому-нибудь, когда тебе Бог говорит послать кому-нибудь хоть 500 рублей. Мы вот так вот, и в этот момент мы становимся послушны голосу Духа Святого. Мы строим отношения с друг другом, мы вкладываемся в друг друга. И церковь становится сильной, зрелой, полноценной, помазанной, могущественной, потому что дары, вы помните, мы так любим сейчас тему даров, но там написано интересно, я, знаете, проповедник осознанного христианства, не вот это, я видел ангелов, не надо думать, что, просто, знаешь, сейчас все любят, расскажи про ангелов. И у всех слюна потекла, взгляд поглупел, ангелы. А я не могу понять, а вам что с ангелов-то? Как это на вас влияет? Кроме развлечения. Такой стендап про ангелов. Понимаете, сейчас христиане очень странные вещи любят. Очень красиво, очень пафосно, очень духовно, но совершенно бестолково. Что вам от того, что я видел ангелов? Могу рассказать. Сижу на кухне, злюсь на одного человека, который там, к моей жене по-сексистски относится, в церкви. Что она типа, бабы домолчат в церкви, понимаешь, как бы. Сижу, злюсь. Он пастор, я пастор. Я думаю, может ему втащить, как бы. И я понимаю, что если ему втащу, меня снимут со служения с пасторского. И вот у меня такие мысли приблизительно, чтобы вы понимали. Сижу на кухне, бах, атмосфера меняется, стоят два огромных ангела. И он так, знаешь, спокойно. Ангелы вообще не разговаривают, чтобы вы знали. Мы на небе будем общаться мыслью. То есть позвонить Алексею Белых, это просто. Пастор Алексей, он, привет. Понимаешь, мы там вот так будем общаться. У нас такая другая сотовая связь будет. И стоят два ангела. И знаешь, ангел мне показывает вот такую мраморную как бы пол, кусок мрамора. И он просто, так знаешь, молча, так меч у него 1,5-метровый. И он так отрезает вот наискосок вот это вот пласт мрамора, и пласт так, прям со звуком. И такой голос внутри, не переживай за свою жену, мы всегда рядом с ней. Моя жена просто была там
директором «Слова жизни» 7 лет. И бамс, и у меня такой мир и покой. И все, исчезло видение. Но вопрос, ну что дальше-то? Ну вот что? И вот люди сейчас так любят. Расскажите про ангелов. Ну ангелы есть. Мы можем с ними коммуницировать. Но с другой стороны, знаете, не надо бегать за облаками. Я за осознанное христианство, я за то, чтобы мы служили друг другу. Так вот, возвращаясь к дарам-то, и там написано, и одних он поставил апостолами, пророками, учителями, и вроде так, вау-вау. А дальше мне больше всего нравится. Только не для того, чтобы мы ими восхищались, а написано для созидания тела. Оказывается, вообще смысл высвобождения даров, потому что некоторые люди, они ходят в церкви, знаешь, пророческий дар получили, причем они не пророки. Не надо путать пророческий дар и пророки. Пророки, они говорят церквям, континентам, каким-то большим массам, можно сказать, людей. А пророчествующие, мы все можем пророчествовать в церкви. И только вы помните, что пророк Нового Завета все-таки он позитивный, он вдохновляющий. И знаешь, и некоторые получат пророческий дар, разовьют себе, и ходят по церкви, высвобождают, и они показывают себя. Ты знаешь, брат, вижу тебя-то. Угу. И ты знаешь, но этот человек не созидает тело, он себя показывает. А истина в том, что Бог хочет благословлять своих детей дарами, которых в нас полно. Но истина в том, что не для тебя. Вот знаешь, вот что интересно, что в христианстве вообще все не для тебя. Для тебя милость Божья, любовь, благость, благодать, финансы, благословение. Но даже финансы не только для тебя. Чтобы в церковь текла твоя десятина и пожертвования. Чтобы Писание говорит, ты мог делать всякое доброе дело. Представляешь, знаете, почему многие из вас бедные? Потому что вы жадные. Я вас не осуждаю, но вы жадные, потому что вы думаете, что я стану щедрым, когда я стану богатым. Знаете, я вот сейчас поговорил с братом, у которого я живу. Я честно 5 раз уже покаялся вообще в собственном жлобстве. Я понял мышление вот Семена. Знаете, почему он успешный? Потому что у него мышление. У него женщина вчера убирает дом, а он ей с собой дает мясо, которое он купил же ребенка. Подождите, он не обязан ему давать ей мясо, он ей дает деньги. Но знаете, почему Семен стал Семеном? Потому что он что-то понял, что Бог дает ему, чтобы он это раздавал. И он берет женщине, которая просто моет у него дом, он дает ей целый пакет мяса. Вот когда ты начнешь понимать эти вещи, Бог начнет тебе давать больше. А мы такие, нет, ты, Господь, сначала нам дай, а потом может быть. Если меня жаба не задавит, потому что я же не отдам сразу. Я сначала отдам детям, внукам, правнукам, родственникам, а он отдал вообще чужой женщине. И я понял, я вчера сидел, я когда-то был таким, знаете, когда был бизнесмен, а потом я понял, что я когда стал пастором, жил все время в нужде как бы, и я потерял вот эту душу, понимаешь? Взять как бы и отдать человеку, которому ты не обязан отдавать, а потом мы говорим, а чему люди не идут к нам? Так мы Христа не являем. Вот оно христианство, знаете. Я сейчас не Семена проповедую, я сейчас проповедую Христа распятого, что я увидел в нем, и я вообще восхитился, я подумал, вау, отдать целый пакет мяса человеку, которому ты не обязан отдать, это даже не твоя сестра, я не знаю, может, это и сестра во Христе, но я так понял, что даже нет. Аминь, вы понимаете? Что вот оно, и я понимаю, почему он успешный. И я при этом вижу иногда не бедных христиан, но жадных. Все для мене любимого. А истина в том, что вот оно, вот так вот Царствие Небесное расходится, понимаешь, когда написано, ты расточаешь себя. И отношения – это там, где ты себя расточаешь. И не надо ожидать, что тебе должны, это должно просто течь через тебя. Отношения, они текут. Потому что все для чего? Не только для тебя. Писание говорит, что сеет человек, кто и пожнет, но это вообще для созидания тела Христа. Мы открываем дома для домашек, потому что мы хотим кому-то отдать свою любовь, и Бог вдруг чудесным образом начинает устраивать и нашу жизнь.
Я помню, у меня была одна женщина, она растила одна 15-летнего подростка. А вы представляете, подростки едят, они же вообще как бультерьеры едят, знаешь, по ведру надо ставить, как бы, ну. И она была очень бедная, она зарабатывала 20-25, и я ей говорю: Оля, открой дома домашку. Пастор, ну то есть вы смерти моей хотите? Я и так одна тяну подростка, еще вы хотите, чтобы я домашку открыла? Ну как бы хотите, чтобы мы все как бы кончились. Я говорю: открой домашку, это благословение. Знаешь, что интересно? Она открывает дома домашку, и вся жизнь ее начинает меняться. Она говорит: я даже не понимаю, откуда продукты берутся в холодильнике. Вообще просто, я открываю холодильник, там продукты. Это буквально. То есть кто-то из церкви мог прийти, имея ключ, открыть, положить ей продукты в холодильник и уйти. Она приходит после работы, открывает. Да. Потом она сообразила, что она логопед по образованию. А работала она в банке, но ей так нравилась должность начальник там, ипотечного отдела за смешные там 20-25 тысяч, ну, начальник. И тут она вспомнила, что она логопед, и стала зарабатывать эти деньги в неделю. Ну, всего лишь пастору пришлось год или два ее в этом убеждать, ну, как бы, ну, надо же быть послушным пастору. И знаете как? И интересно, что вот она открыла домашку, и постепенно вся жизнь ее стала. Потом она вышла замуж, потом она то ли детей родила, то ли еще, ну и куда-то уехала в результате. Но суть в том, все началось с домашки. Другая сестра, у нее был неверующий муж. И я ей говорю: Николаевна, она в возрасте женщина, я ей говорю: открой домашку. Она говорит: пастор, у меня муж неверующий, вы что? Первую домашку, что делал этот муж? Он пришел пьяненький и тискал сестер. Еще он обещал выпустить на них собаку. Ну, собака была добрая, но очень страшно выглядящая. То есть очень странно. Но знаете, что интересно? На второй домашке он покаялся. Или на третьей. И сейчас он стал служить. Потом я его вывел из запоя Духом Святым. Мне сестра звонит: пастор, муж в запое. Ну, не знаю, где-то у него канистра со спиртом. Я говорю: спроси Духа Святого, где канистра со спиртом? Он тебе скажет. Звонит: все, я сразу же нашла, как ты мне сказал. Я спросила, Бог мне показал. Ну, я говорю: канистру вылила? Не, пускай еще пригодится. Я помню, я думаю, вот интересная вы женщина. Но суть в том, что я приехал, помолился, он выспался, протрезвел. Я помню, поехал тогда на энкаунтер. И с первого дня, как он протрезвел, съездил на энкаунтер, он всю дорогу служит. Мужчине 70 с чем-то лет, они до сих пор с женой кормят «Накорми голодных». Понимаете, ну, когда ты открываешь свой дом для Христа, что-то хорошее начинает происходить. И мы до сих пор общаемся, хотя я уже не пастор в этом городе, и мы до сих пор дружим. И я просто хочу сказать, что должна прийти ценность отношений с Богом, должна прийти ценность отношений с друг другом, должна прийти, знаете, сейчас такую историю расскажу еще одну. У меня есть друг, и мы с ним поругались насчет денег. Скажем так, определенным образом мне попали приличная сумма денег, и я просто хотел благословить его как пастора. А он как-то хотел, чтобы я больше его благословил. Ну, подразвести он меня хотел, как бы плоть у него вылезла. И я как бы разозлился, думаю, я вообще могу с ним не делиться этой суммой, что он мне вообще? И я так разозлился. Но знаете, что мне понравилось? Он осознал, что он не прав. Он перезвонил мне и говорит: знаешь, Реши, ты можешь мне ничего не давать, но наши отношения важнее любой суммы денег. Аминь. Ну и все, и конфликт был исчерпан. И суть в том, что мне понравилось, что сделал он. Он сказал, что наши с тобой отношения стоят выше суммы денег. Знаете, пускай у нас с вами начнутся такие отношения, когда деньги будут вторичны. Аллилуйя. И они не будут иметь той ценности. Если тебя кидали, когда ты одалживала денег, значит, одалживай столько, чтобы не расстраиваться. У меня, например, с женой есть договоренность. Мы готовы расстаться с 10 тысячами рублей максимум, чтобы не быть в огорчении. Если ты у меня попросишь 20, я тебе их не дам. Понимаешь как? То есть все просто. То есть ты просто принимаешь решение, защищаешь свое сердце,
но при этом ты готов жить в свободе. А не то, что одолжил кому-то 100, тебя кинули, пастор, ну как это можно, мы же верующие. Ну ты уши-то не развешивай, отдавай столько, чтобы не огорчаться. Аминь. Аллилуйя. Но все равно поставь ценность отношений выше, чем денег. Аллилуйя. Ты просто начнешь видеть отношения с Богом выше. Знаешь, я так подустал, нас так научили молиться, как будто вот иной раз мы приходим к Богу, дай. Слушайте, так Он и так готов давать, вообще с Ним не проблема. Он говорит, слушай, а может ты посидишь, поговоришь со мной? Не, ну надо же бежать. А Он-то хочет поговорить с тобой. Вообще как бы дружба, это общение, это сначала Олег говорит, потом я говорю, потом Олег говорит. Понимаете, да? То есть это общение, а не то, что Олег что-нибудь, пастор, привет, тын-тын-тын-тын, все, Олег, давай, я побежал. Он, что, да некогда мне, все, я все понял. Понимаете, отношения должны. Я хочу, чтобы пришла ценность отношений, я хочу, чтобы мы вложились в это. Это должно нам стоить денег. Знаете, я заметил, у меня был друг в 100 километрах от Москвы. Ну, я дружил с ним лет 5-7. Но знаете, в один момент я лично остановил эту дружбу. Знаете, что я заметил? Я к нему езжу, а он ко мне нет. Я повкладывался в эти отношения, а он ко мне не ездил. Знаешь, в определенный момент я остановился, я посадил свою жену и сказал, слушай, я хочу сказать, что нам с этим человеком надо прервать отношения. Ну, из плохих отношений тоже надо выходить. Я за то, знаете, что мы должны ценить отношения с теми, кто их ценит. Вот эти абьюзивные отношения, когда тобой пользуются, ты можешь из них выходить. Но я за то, чтобы ты просил у Бога, Бог, избавь меня от беспорядочных, лукавых людей, но дай мне людей, которых я могу любить и которые тебя будут любить. Аминь. Но разреши людям любить тебя и разреши себе любить людей. Вот это вот сильно. Понимаешь? Вот это вот сильно. И я почему это говорю? Потому что так много нас обижали, и бывает, что из-за обид, огорчений, горечи мы перестаем ценить отношения. Мы думаем, сейчас я войду в эти отношения, меня обязательно кинут. Слушай, а я тебе по-другому скажу вызов. А если не кинут? Понимаешь, ты же можешь насладиться отношениями. Отношения же, хорошая подруга, это же хорошее, это же сильно, правда, сестры? Хороший друг, это же сильно, правда, братья? Может быть, чтобы не обламываться, не надо, может, слишком ожидания завышать. Если человек дает тебе свыше твоих ожиданий, ну пускай это будет бонусом. Но не надо завышать, знаете, как некоторые сестры, планки для своих мужей, что до которых никогда не допрыгнешь. И она все время к тебе относится как к младшему брату по разуму. Это у меня тетя была такая, она сидела с моими детьми, наша родная тетя. И я ей говорил, тетя Галя, а почему я рядом с тобой чувствую себя слабоумным? Так Решуля, она так со мной всегда говорила, так Решуля, моя мама всегда говорила, что братья – это младшие братья по разуму, мужчины. Но я вам хочу, сестры, сказать, это неправда. Потому что если вы верите, что мужчины – это младшие братья по разуму, тебе Господь таких давать и будет. И будут они посвистывать. Ну, потому что ищет человек, во что верит, то и найдет себя. Я лично верю, что моя жена – это мое благословение. И это мое самое большое свидетельство в жизни, что она выжила со мной, со всеми моими недостатками. Сейчас я идеальный муж. Это я честно скажу. Я прям смотрю на себя, думаю, блин, как же тебе повезло, Ир. А что, правда? Не пью, не гуляю, детей люблю, все люблю, дом строю, что еще надо? В церкви служу. Должна наслаждаться. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем. Я хочу, знаете, тут быстро сказать. Отношения строятся, первое, на безусловной любви к людям. Безусловно, это просто так. То есть отношения все-таки строятся на том,
что я не ожидаю, что я познакомился с Олегом, обнял его, и он обязательно должен завтра повезти меня в аэропорт. Ну, понимаете, да? И если он не повез в аэропорт, я говорю, ну я так и знал, все мужики козлы. Понимаете, да? То есть на этом отношения не строятся. Отношения строятся, что я благодарен Богу, что Он есть в моей жизни. Аминь. Что я благодарен Богу, что пастор Алексей есть в моей жизни. И, кстати, пожалуйста, я не знаю вашу церковь, не знаю ваших сильных сторон, слабых, но знаете, что я хочу? Чтобы вы ценили своего пастора. Давайте честно, что-то пасторов в очередь не встает. И своего пастора надо ценить, чтобы он послужил вам подольше. Если, конечно, вы хотите, чтобы он отошел побыстрее, можно приложить усилия. Но лучше, чтобы он побыл с вами подольше. Аллилуйя. Пастор Алексей аж возрадовался, мне кажется. А он такой, не дождетесь. Пастор Алексей, как вы? Не дождетесь. Аллилуйя. То есть мы любим просто так, не ожидая ничего взамен. Вторые, какие еще бывают виды любви? Сторги, привязанность. Ты знаешь, вот сейчас в современном мире я говорю, что верующие, я независимо после 2020 года. Я теперь в онлайне смотрю какого-нибудь топ-проповедника, и я теперь не нуждаюсь в пасторе, если что. Знаете, Дух Святой во мне, я царь и священник. Слушайте, зрелость, она не ведет к свободе от кого-то. Я и так свободен. Мне нравится проводить время со своим епископом. Мне не надо говорить, мне никто не указ. Да это хорошо иметь рядом старшего брата. Я завишу от Бога, я не от Него завишу. Но иметь хорошего старшего брата – это неплохо. Это нормально. Который любит тебя и заботится о тебе. Это не говорит о том, мы в Новом Завете все равны. Да, как братья и сестры мы все равны. Но дары выделены. Я вот тут сестра потрясающе пела, я не могу так петь. Ну, могу проповедовать. Возможно, она так не может проповедовать, как я. Мы зависимы. Но у каждого есть дар, и мы почитаем дар. И дар пастора – это важный дар. Хотя некоторые говорят, это не про него написано, что позаражу пастора и рассеются овцы. Это про Иисуса, это пасторы в гордости взяли. Я слышал одного интеллектуала в интернете. Я говорю, глупость. Я столько видел церквей, где дьявол поражал пастора, и церкви разваливались или оставались прям обломки церквей. Аллилуйя. Пастор важно, пророки в церкви тоже важны, евангелисты в церкви тоже важны, учителя в церкви тоже важны. Но знаете, в чем трагедия? Когда апостол, он думает только об открывании новых церквей. И ему кажется, что все остальное не очень важно. Пастор думает, что ему только надо памперсы менять, ему не важно, может быть, учительская сторона. Учитель думает, что апостолы с пасторами тормозят, и тем более с евангелистами, надо учить. Евангелисты думают, да все тормозят, главное спасать людей. Но истина в том, что полнота церкви – это пятигранное служение. А истина еще в том, что мы зависим от левитов, которые поют. И вы знаете, то, что у вас такой коллектив, вы тоже должны быть, понимать. Но чтобы вы понимали, я стою в вере, как в бетоне пока что за барабанщика и за клавишников. У вас тут клавиш больше, чем у меня людей в прославлении. Понимаешь? И вы должны быть благодарны, что это есть. А кто-то привез вам сегодня еду и раздавал, продавал. А так бы вы по минус 20 побежали бы куда-то. Кто-то ее заказал, ее кто-то привез. И представьте, это же все ценно. А кто-то убирает этот зал. Я вот хочу помолиться, второй день ложусь на этот ковролин, понимаешь, и он чистый, а то раз в плюху какой-нибудь от оленя. Понимаешь? Аллилуйя. Исторги – это привязанность. И быть привязанным к церкви – это нормально. Мне нравится быть привязанным к церкви. Я не мыслю себя вне церкви.
Я не хочу в миру, я там был, я все плюшки мира знаю. Я знаю, как там дружат, только пока у тебя деньги есть. А когда денег нет, алло, реши, что-то плохо слышно. Филио, душевная любовь. Эрос, интимная жизнь. Но это, естественно, с мужем, с женой, и главное не путать. Агапа, безусловная любовь. То есть и важно развивать все стороны любви. Некоторые идут со мной в баню и ожидают, что я все время буду цитировать Библию. Я в бане хочу поесть и попариться. Я не хочу говорить: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Аллилуйя. Прощение мы с вами сделали. И последнее я хочу сказать, что атмосфера недоверия рушит взаимоотношения. Давайте мы просто откажемся жить в этой атмосфере недоверия. Вот меня предали. Если я вам буду перечислять, сколько раз меня предавали, еще будучи я был бизнесмен, я вам так скажу, я помнил, кто меня кинул, только от $1000. Если учитывать, что работали все верующие. Вот и представьте. Аллилуйя. И я понимаю, что значит, люди что-то не поняли о любви Христа. А я вам могу сказать другую историю. В прошлом году моей дочери сделали 2 платные операции. И я, как пастор со своей зарплатой, я не мог покрыть эти операции. Был выбор: либо машину продать, либо кредит брать, а из-за дома и так кредиты есть. Я просто друзьям в WhatsApp просто написал: дорогие братья и сестры, прошу первый раз в жизни. Моей дочери назначили 2 операции. Сумма 600 000 рублей. Для меня это непомерная сумма. Но знаете, можно помнить, сколько тебя кидали. Вы знаете, накидали денег вообще без проблем со всей России. Кто сколько мог. Кто 500, кто 1000, кто 50. Понимаешь? И на что будем ориентироваться? На тех, которые кидали меня? Или на сегодняшнюю реальность, что, оказывается, есть люди, которым ты как друзья можешь бросить клич, и они пришлют 5000 рублей. И это покрыло эти обе операции. И моей дочери сделали. У нее с детства не было слухового прохода. И мы ждали ее 18-летия, чтобы сделать ей дырку, чтобы хотя бы, если какой-нибудь отит, обслуживать ее ухо. Она слышит на одно ухо. При этом она и в прославлении. Аминь, да, вы понимаете? И Бог просто так сделал, что через друзей, через людей мне полностью покрыли эту нужду сверху. И давайте мы уберем атмосферу недоверия. Давайте вот это: пастор, я 5 лет назад, возвращаясь к непрощению, я 5 лет назад развелась. Да уже давно замуж могла выйти и 3 родить за 5 лет. Серьезно. Вы знаете, предыдущий пастор, он был такой жестокий. А когда это было? 15 лет назад. Да уже можно 15 лет наслаждаться жизнью, ты уже в свободе от него. Пускай Бог с ним разбирается. Вы знаете, я там что-то пережила. Давайте мы уберем эту атмосферу недоверия. Давайте мы будем Вадимы. Помните, Библия говорит: я напишу на скрижалях их сердца и буду говорить им. Вы живете в присутствии. Все, что надо, войти в отношения со Христом и говорить: Бог, дай мне хороших друзей, которые будут меня любить и ценить. Аминь. Дай мне понимание, куда мне надо идти, куда не надо идти. Это, знаете, один раз с одной девушкой служил, ее там изнасиловали. И я спрашиваю: деточка, а как ты оказалась на лодочной станции одна в 12 часов ночи? Так на лодке поехала с мужиками покататься. Я говорю: так может это у тебя вопросы к тебе? Зачем ты поехала кататься одна с мужиками на лодке? Понимаете, да? То есть иногда себе надо задавать вопросы, это не они виноваты. У них своя ответственность. Ты виноват, куда ты идешь. Когда она поняла, она их простила. Что не надо себя подставлять. Так вот, нам не надо себя подставлять. Спрашивайте: Бог, мне идти туда? Мне идти в этот бизнес? Мне идти в эту фирму? Мне заводить эти знакомства? Открывай мне. Но давайте уберем атмосферу недоверия. Она рушит все. Ты выглядишь как какой-то ежик, понимаешь, который только везде опасность. Подождите, то, что я вижу с Богом, это жизнь в радости и веселье.
Бог даст вам хороших людей, которые будут наслаждаться вами. Ваш пастор вас любит. Вы, кстати, знали, я вам сейчас такое откровение скажу, я вчера, кажется, говорил, что вообще все, что хочет пастор, чтобы вы процветали. Он, как духовный отец, все, что он хочет, чтобы у вас было все хорошо. Он не хочет у вас ничего отнять. Он не хочет ничего у вас отжать. Он хочет, чтобы Бог вас сильно благословил в церкви. Аминь. Давайте уберем из церкви эту атмосферу недоверия. Уши развешивать не надо. Люди разные в церковь приходят. Но атмосферу недоверия давайте уберем. Отец, мы отрекаемся от атмосферы недоверия во имя Иисуса Христа. Мы принимаем, Господи, решение с моими братьями и сестрами, что мы будем ценить отношения. Господь Иисус, мы будем ценить отношения с Тобой, которые Ты даешь в Духе Святом. Дух Святой, дружи с нами, говори с нами. Научи нас дружить с Тобой. Научи нас слышать голос Твой. Знаете, некоторые из вас просыпаются и слышат внутри песни прославления. Я вам хочу объяснить, что это. Вы в этот момент слышите то, что играет на небе. Потому что вы подключены к небесам уже прямо сейчас. Потому что вы посажены во Христе Иисусе по правую руку от Бога Отца. И когда вы просыпаетесь, и Дух Святой поет, это такая музыка сейчас на небе. Это не ты себе придумал. Отец, и мы молимся, чтобы мы с моими братьями и сестрами, мы зашли к Тебе в эти отношения. Отношения любви, радости, веселья. Господь, я молюсь, чтобы просто Твое исцеление сошло на эту церковь. И раны прошлого, они были исцелены в крови Иисуса Христа и в ранах Иисуса. И смыты с истории этой церкви во имя Иисуса. Я отсекаю прошлое, что было до сегодняшнего дня. Я отсекаю прошлое. Все парашюты прошлого во имя Иисуса Христа. Парашюты неудач, парашюты падений, парашюты недоверия, парашюты каких-то поражений, предательств. Мы отсекаем это во имя Иисуса и говорим: сзади только крест. Дух Святой, я молюсь, чтобы Ты обрушился на нас и научил нас ценить отношения с друг другом. Что мои братья и мои сестры, они ценность в глазах Бога и должны быть ценность в глазах моих. Я молюсь за эту церковь, Господь, чтобы Ты устроял новые взаимоскрепляющие связи во имя Иисуса Христа. Чтобы пасторская команда росла и было в них сверхъестественная любовь и единство. Служительская команда росла, и чтобы у них было сверхъестественная любовь и единство. Чтобы всякий дух эгоизма, разделения, контроля, манипуляций, он был связан, всякий дух разрушен, лишен силы, власти и влияния во имя Иисуса. Бог мой, мы отказываемся от всякого духа отверженности во имя Иисуса Христа. Мы не отверженные, мы приняты Иисусом Христом. Отец, и мы благодарим Тебя за то, что мы приняты. Отец, и я молюсь за исцеление разумов, сердец, душ и тел. Для кого-то нужно исцеление финансов, пускай это приходит. Я молюсь об исцелении. Прошлый опыт, все, он уходит во имя Иисуса. Приходит новый этап радости и веселья. Этап любви Божьей, которую не надо достигать, а ее надо принять. Принять Божью любовь, Божье обеспечение, принять людей от Бога в свою жизнь, с которыми можно дружить, служить вместе.
наслаждаться дружбой. Отец, я просто останавливаю этот период ран, расколов, разделений, парашютов прошлого во имя Иисуса. Я останавливаю этот сезон. И убирайся вон уже из этой церкви во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю сезон радости и веселья. Я высвобождаю сезон любви и отношений с Богом и с друг другом. Я высвобождаю сезон новых взаимоскрепляющих связей. Я высвобождаю сезон роста служительской команды, пасторской команды. Я высвобождаю сезон любви и отношений. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю сезон финансовых прорывов. Что приходит понимание о бесконечной Божьей любви, и что Бог заинтересован в вашем процветании. Бог заинтересован, потому что в Малахии сказано, что вы будете тельцами упитанными и землею вожделенную. То есть Бога будет так много в вашей жизни, и в частности в деньгах, что у вас будет много недвижимости, много денег, если вы это примете. До такой степени, что неверующие будут смотреть на вас и говорить: с ними есть Бог, это видно, смотрите, они тельцы упитанные. Тельцы упитанные — это просто на том сельскохозяйственном языке, это не к тому, что вы должны потолстеть. Но написано, что землею вожделенную. Библия говорит, что если ты живешь вдоль реки жизни, то написано, что стоят вдоль реки жизни деревья и ежемесячно дают плод. То есть у вас должно быть много урожаев. Вы должны быть сочны и плодовиты. Помните жезл Аарона расцветший? Когда мы говорим, что мы цари и священники, у нас жезл Аарона расцветший. За одну ночь он расцвел и еще и дал миндаль. То есть ускорение. Сейчас приходит время ускорения. Когда вы будете достигать каких-то вещей быстро и внезапно. Раньше, возможно, вы тратили годы на это. Годы, чтобы простить кого-то, а сейчас будете тратить на это 30 секунд. Годы, чтобы заработать денег, а сейчас будут приходить сверхъестественные мысли, как это сделать. Кто-то не мог выйти замуж, но Господь будет давать хорошего мужа в церкви. Хороший муж — это в церкви. Или хорошую жену. Знаете, ищите мужа и жену у креста. Если этот человек любит Бога, он будет любить вас. Аминь. Аллилуйя. Дух Святой, я молюсь об этом новом сезоне роста, радости и веселья. Знаете, интересно, что нам так непривычно слушать вот такие вещи по отношению к церкви. Радости и веселья. Но истина в том, что должна церковь быть наполнена радостью и весельем. Серьезности депрессии ее и так уже достаточно у нас. Отец, и мы благодарим Тебя за этот божественный апгрейд, что Ты вводишь нас в сезон радости и веселья, любви и близости с Тобой. Вводишь нас в сезон любви к друг другу. Делаешь новые сверхъестественные взаимоскрепляемые связи. Обрубаешь вообще узлы прошлого. И не вспоминаешь наших грехов вообще впредь. Не оборачивайся назад. Бог говорит: я не вспоминаю твоих грехов, мне не интересно. Отец, и мы просто поднимаемся на эту платформу, которая создана для любви, радости, веселья, для ангелов и нас, и Тебя. А бесы и демоны пускай остаются на уровне суда и справедливости. И они не могут подняться к нам, потому что этот уровень не для них.
а у нас уровень благодати, милости и любви. Господь, спасибо, что я верю, что Ты взял и моих братьев и сестер вернул на ту позицию, тот уровень, который Ты определил уже для них. И дьявол просто выиграл какой-то сезон, опустив их на уровень справедливости и суда. Но сейчас Ты их вытащил и поднял. И они могут теперь жить в благодати, милости, любви. И бесы и демоны теперь недостижимы для них. Они не могут достигнуть детей Божьих. И пускай в этом во всем будет прославлено Твое святое имя. Мы отдаем Тебе всю честь и славу и хвалу. И весь народ Божий да скажет, и весь народ воскликнет: